Всем доброго дня суток, с вами Эльвира из Америки. Жаптапоро лиже тиндандане Эльвира Америка гач. Хочу поговорить в этом видео о том новом законе, который только что вышел в России, о том, что теперь не будет штампа о регистрации брака и наличии детей в паспорте. То есть это все уйдет в небытие. И я по этому поводу тоже решила высказать свое мнение. Я вам расскажу историю, которая произошла лет 25, а может быть и больше тому назад. Одна из моих знакомых звонит мне и говорит: нашли моего бывшего, то есть того мужа, который, в общем-то, не хотел платить алименты. Я говорю: ну-ка расскажи-ка мне. Говорит: да, я подала на алименты, и милиция тогда была. А полиция, говорит, нашла его там в определенном городе, там поселке, в местности. Пришли к нему домой, и дверь открыла беременная женщина, достаточно уже на последних месяцах, ну, она где-то, говорит, была уже на 9-м месяце беременности, и спросили ее: мы ищем вот такого-то человека, значит, ну, скажем так, что Иванов Иван Иванович, он проживает в этом доме, в этой квартире? Да, он проживает здесь. А можно его увидеть? А его сейчас нет. А когда можно его увидеть? То есть вообще вот ему повестка, значит, в милицию, пусть приходят там такому-то человеку. А что случилось? Могу ли я вам помочь? И они тут говорят: он вообще-то женат и очень долго уже не платит никакие алименты на своего ребенка. И тут женщина в таком неудумлении говорит: а как он женат и как у него есть ребенок? Я его жена, и я жду ребенка. Мы когда женились, я не видела в его паспорте никаких штампов и наличия детей. Так вот, оказывается, товарищ этот, ну, так называемый Иванов Иван Иванович, но я уж так называю, он красиво потерял свой паспорт и получил новый паспорт, в котором все листы были чистые. Там не было штампа, там не было наличия всех его детей, то есть его единственного ребенка в то время. Что теперь получается? Тогда этот, в общем-то, закон тоже он никоим образом не помогал, можно сказать. Да и из собственного моего опыта, что толку, что этот штамп у меня стоял в паспорте, и наличие детей там было Мария и Серафима, потому что один черт я не получала никакую помощь за своих детей. И так или иначе, в общем, этот закон никоим образом не помогал. Одним словом, получается так, что все остается на совести отца. Мне кажется, когда мужчина любит, он будет любить, ухаживать, заботиться о семье. Конечно, любящий мужчина, когда он любит женщину, он будет ухаживать даже не за родными детьми. А когда он не любит, вы хоть ему 10 родите,
даже вот наличие такого огромного количества детей не поможет вам сохранить семью воедино. Поэтому все зависит, насколько есть ответственность, совесть у этого мужчины, у этого человека. Да и потом наверняка будет документ, то есть свидетельство о рождении ребенка, где будут записаны родители ребенка. Поэтому, дорогие мои девушки, дорогие мои женщины, когда вы в отношениях, когда у вас любовь, всегда думайте на 10 шагов вперед, потому что так или иначе вся ответственность ложится на нас. И дети потом будут также на нас. И мы ответственны за то, чтобы их прокормить, воспитать и вырастить. Конечно, все должно быть 50/50. Ответственность на обоих родителях, на мужчине и на женщине. Но, к сожалению, жизнь вот преподносит свои вот такие какие-то опыты в жизни, что чаще всего женщинам приходится брать ответственность на себя полностью. Поэтому смотрите, с кем вы входите в отношения, и стоит ли с этим человеком вообще затягивать эти отношения. Может, стоит там же и обрубить. Одним словом, будьте мудры. Как я уже сказала, думайте на 10 шагов вперед. Это вам поможет в будущем. Я думаю, что в данной ситуации брачный контракт, наверное, был бы вот как раз таким хорошим документом, в котором вы бы могли свои права и права своих будущих детей прописать, которое железно в случае развода поможет вам сохранить что-то за собой. И не думать, что это неудобно. Будьте смелее, будьте крепче, жалейте себя, берегите себя и, главное, цените себя. Это очень главное. Когда вы любите и уважаете себя, и цените себя, тогда вас и другие будут ценить. Приехав сюда, в Соединенные Штаты Америки, я, безусловно, встретилась с новыми законами. Как же дело обстоит здесь? Потому что в Америке, если честно сказать, очень многие даже не имеют паспортов. Я помню, как я спросила бывшего мужа, а сколько мне государство американское выплатит в случае рождения ребенка? Он мне сказал: 0. Я говорю, как 0? В общем, я тут поняла, что я в новой стране с новыми законами, совершенно отличающимися от России. Здесь, в Америке, ребенок – это вообще личная ответственность человека. И все равно, будь это мужчина или же женщина, то есть вы собираетесь заводить ребенка, это ваше право, но помните о том, что все то, что вы должны вкладывать в этого ребенка, это все из ваших личных средств. И когда мы женились, идешь, значит, можно, значит, жениться и в церкви, можно жениться и в таких государственных, как по-нашему говорят, в ЗАГСах. Так вот, мы подали в заявлении, где в заявлении мы указывали Social Security Number, то есть это номера такие социальные,
наподобие, наверное, то, что вам выдает там в пенсионном фонде. Как это называется? Социальное страхование, что ли? Одним словом, там указываешь вот это вот, эти номера социальные, обязательно должно быть водительское удостоверение. Вообще, паспорта здесь в Америке имеют только те, которые, например, они собираются путешествовать за границу. Здесь нет внутренних паспортов и внешних паспортов. Есть один только паспорт, американский паспорт, который ты можешь выезжать из Америки и заезжать обратно в Америку. Вот. И я, например, спросила у мужа, как обстоит, кто может знать, что ты женат или не женат. Он говорит, да когда, например, говорит, если полицейский остановит и посмотрит все данные, он говорит, он может знать. А все другие люди, конечно, не будут знать, женат он, не женат он, там, замужем я, не замужем. В общем, получается так, что все зависит от честности, от наших отношений, от совести, от всего, насколько для нас вот это вот, этот брак нужен, насколько мы дорожим этими отношениями. Одним словом, в Америке здесь не ставят штампы паспорта и не ставят, не записывают в эти паспорта наличие всех этих детей. Дети после рождения, они также вот это вот получают эти социальные номера. Или, как я уже сказала, по-английски Social Security Number. Это очень важно. Поэтому по этим номерам вас принимают на работу, по этим номерам вы платите налоги. Это очень важно в Америке. В общем, одним словом, в Америке, если даже есть паспорт, но штампа о замужестве или женитьбе, штампа о браке нет, и никто не записывает ваших детей в паспорт. Все вот эта вот регуляция семейного права решается другим способом. Ну, конечно же, прежде всего, это чистосердечное ваше личное желание, насколько для вас это важно. Если вам брак этот нужен, вы любите друг друга, вы жалеете друг друга, вы также любите своих детей, так вы будете и заботиться друг о друге без этих штампов и без этих списков. Так вот дела обстоят здесь. Но хочу вам сказать, что государство все-таки очень сильно защищает права детей и обязывает обоих родителей платить эти деньги. Они здесь называются child support, то есть деньги, которые предназначаются для финансовой поддержки ребенка. Если даже человек не работает, а он специально не хочет работать, его заставят, чтобы у него какие-то были доходы, чтобы он смог поддерживать своего ребенка. Суд может обязать его, отправить его на работу. Причем мне таких людей приходилось встречать. Я даже удивилась, причем женщины работают. Также они могут сесть в тюрьму за это,
за неуплату, как говорится, алиментов. В общем, по этому поводу здесь очень так вот строго. Они могут забрать у тебя имущество, машину или же дом. Одним словом, но кто-то, может быть, увиливает, находит способы, но здесь, в общем-то, тяжело. Есть ребенок, ты отец или же ты мать, вы оба ответственны за этого ребенка. Нравится вам того или нет, но когда вы, то теперь вы ответственны. В добавлении всего хочу сказать, что люди, женщины или мужчины, они даже не должны быть женатыми. Если у них родится вот такой вот ребенок, живя вместе, но будучи не зарегистрированным, то все равно ответственность будет на обоих. Закон есть закон. Я думаю, что все-таки не стоит паниковать, а просто спокойно нужно к этому отнестись, ко всем этим изменениям в жизни. Как я уже сказала, что только что у меня был в паспорте штамп и этот список наличия детей. Одним словом, все равно они были на моих плечах. Просто хочу сказать, дорогие мои девушки, еще раз, любите себя и уважайте, и думайте о себе уже на 10 шагов вперед. Я абсолютно всем желаю здоровья, потому что без здоровья никуда. Желаю любви и счастья, радости, чтобы ваши отношения приносили вам только счастье. Будьте здоровы, будьте счастливы. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте кликнуть на колокольчик, чтобы вовремя получить сообщение о моем новом видео. А впереди вас ждут еще самые разнообразные видео на самые разные тематики. И, конечно же, распространяйте мое видео. И пишите комменты, что вы думаете обо всем об этом. И живите с Богом. С вами была Эльвира из Юлташ-флаг. Видео мои кошарты и Ишанен кодам тендалан онгайле тиде видео ужаш, ончаш, колышташ и май тагак йодам тендам жавдыч, онжыч, тынашырт ида тургыжлана. Кузе лиеш, мо лиеш, юма ышта, йыным илашта. Ида ойгры, чыла лиеш сай. Но сай лийже манын, те шкендан нерген эртак шоныза. Кузе мен ачам кутра или будь как солдат советской армии, всегда готов. То есть Советский Союз, что солдатам кузету нактенет, эртак лияш ямды. Туге лиза илышыш тыда эртак ямды тыгай вашталтышлан. Мый тыланем тендалан сай поро тажалакым, пиалым, тек йӧратымаштен еш пиал тендам эртак йывыртыкта. И кеша возалтын огыл, возалтса мыйын каналышке, лайкым шындаш ида мондо, комментым кодыза, йыҥгырым тыгакак темдалза, чтобы вес видеом те ужин кертса. Юмо дене пырля илыза, тендан дене лийын Эльвира Америка гычын.